Здравствуйте! Сегодня завершается первый день последней рабочей недели года, и она будет шестидневной. В субботу, 28 декабря, трудимся вместо 30 декабря. Новогодние выходные в стране продлятся 11 дней. 9 января выходим на работу. Это новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова. В Казани продолжают устранять последствия атаки киевского режима. В субботу украинские беспилотники прилетели в объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали жилые дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Сейчас на большинстве из них ведутся следственные мероприятия. Жители двух домов остаются в гостиницах города. В одной из многоэтажек начали ремонт, в другой состояние конструкции вызывает опасения. Владимир Путин, комментируя атаку на Казань, заявил: «Все будет восстановлено». Репортаж Алены Струминской. Больше всего пострадала эта высотка в Советском районе. Огонь охватил несколько верхних этажей, больше десятка квартир. Как нам сегодня сообщили в администрации района, внутри сейчас ведется разбор опасных конструкций, и скоро к работе приступят промышленные альпинисты. Сегодня жителям нижних этажей высотки разрешили зайти в здание. Люди смогли забрать личные вещи. Когда они вернутся домой, говорить пока рано, заявили в администрации района. На выходных саперы обезвредили не разорвавшийся снаряд беспилотника. Начались восстановительные работы. Большинство жителей сейчас находятся у родственников. 42 человека в гостиницах. Организовано трехразовое горячее питание и работа психолога как со взрослыми, так и с детьми. После того, как все опасные конструкции будут убраны, также будут закрывать тепловой контур в здании. После всего этого только состоится комиссия по оценке ущерба. В субботу украинский беспилотник прилетел в чердак пятиэтажки в Адмиралтейской Слободе. Накануне оттуда извлекли остатки БПЛА. Начали восстанавливать сети теплоснабжения. Скоро приступят к ремонту крыши и пострадавших квартир. В день атаки эвакуировали жителей двух рядом стоящих пятиэтажек. Они уже вернулись домой. В гостиницах остаются 24 человека. Администрация районов на связи с каждым из жителей ведут работу по реализации их потребностей. К примеру, одна женщина находится в послеоперационном восстановлении. Для нее была организована закупка всех необходимых лекарств. Для эвакуированных жителей в гостинице были переданы продуктовые наборы. Еще один беспилотник прилетел в многоэтажку в Приволжском районе. Пострадал шпиль, его восстановит управляющая компания. Жители еще вчера вернулись домой. Также взрывной волной выбило окна в квартире одного из близлежащих домов. Их уже восстановили. Субботнюю атаку киевского режима на Казань в воскресенье прокомментировал Владимир Путин. На открытии обхода набережных Челнов он обратился к Рустаму Минниханову и заявил: «Уверен, вы восстановите все, что было повреждено». Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране. Но мы с вами, как это вот вы сейчас отметили, будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами. Накануне в столичной мэрии провели заседание городского оперативного штаба. Ильсур Метшин сообщил, спецслужбы сработали оперативно. Главная задача сейчас – восстановить все, что пострадало. Перед нами стоит задача максимально быстро ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на каждом объекте, понять ущерб, который получили люди, какая помощь нужна каждой семье из списка, дополнительные усилия по охране общественного порядка и безопасности жителей нашего города. Нужно сохранять бдительность. Ильсур Метшин поблагодарил жителей города, которые организованно эвакуировались, бизнесменов, которые оказывали помощь, спецслужбы и другие ведомства. Он подчеркнул важность единства. Дорогого стоит, я хочу всех поблагодарить. В мэрии заявили, о сроках возвращения людей в дома сообщат дополнительно. Алена Струминская, Громанов, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане сняли режим чрезвычайной ситуации для органов власти МЧС. Такое распоряжение дал Райс Республики. Напомним, особый режим ввели в субботу по решению Рустама Минниханова. Он был необходим для проведения оперативной работы по устранению последствий атаки беспилотников.
Мэр Казани потребовал привести в порядок все укрытия в подвалах жилых домов. Иссурметшин раскритиковал управляющие компании и дал указание определить ответственных за хранение ключей от убежищ во всех жилых зданиях. Он отметил, в городе будут приняты дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности населения. На случай ЧС оборудованы 1209 пригодных бомбоубежищ. Они смогут вместить 80% жителей. Для остальных подготовлены заглубленные помещения, это станции метро, паркинги и другие объекты. После атаки беспилотников в Казани осмотрели более 5000 подвальных помещений. 12 из них были затоплены. В половине осушили грунт, на остальных объектах работы продолжаются. В Набережных Челнах усилят меры безопасности после атаки дронов в Казани. Сегодня Наиль Магдеев дал поручение о необходимости дополнительной защиты гражданских объектов и жилых домов. Он отметил, пока много вопросов с укрытиями. За выходные чиновники исполкома выезжали на предприятия с проверкой готовности аварийных и оперативных служб. Важно отработать алгоритм действий управляющих компаний, жителей и старших по домам, подчеркнул Наиль Магдеев. В случае непредвиденных ситуаций город должен быть обеспечен коммунальными услугами, теплом и общественным транспортом. Определили действия, которые должны быть предприняты нами в период подготовки и проведения новогодних праздников. Что дополнительно необходимо сделать для защиты гражданских объектов, объектов жизнеобеспечения города, жилых домов. Об ухудшении погодных условий предупреждает Гидрометцентр сегодня вечером и предстоящей ночью. Также завтра днем в республике на дорогах ожидается сильный гололед. Предельно внимательными нужно быть водителям и пешеходам. Татарстан завтра утром местами накроет туман. Одно из главных событий года в Татарстане. В республике дали старт движению обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Теперь у нас на 80 километров скоростных и безопасных дорог стало больше. Участие в церемонии по видеосвязи приняли президент Владимир Путин и вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Как подчеркнул Рустам Минниханов, в истории Татарстана еще никогда не реализовывалось столько транспортных проектов. Об уникальных технологиях, которые применили здесь и что стало сердцем новой дороги, расскажет Рамиль Галиуллин. Разрешите открыть движение по дорогам? Разрешаю. Традиционно вереница большегрузов открывает движение по новому 80-километровому участку обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. На связи лично Владимир Путин. Он открывает дороги сразу в 5 регионах России. Глава государства отметил, как динамично развивается республика под руководством Рустама Минниханова. Казань развивается такими темпами, которым многие и во многих странах могут позавидовать. Я смотрю на это с большим удовольствием. Хочу поблагодарить и в данном случае строителей, и весь строительный комплекс Татарстана за те успехи, которые демонстрирует под вашим руководством республика в последние годы. Спасибо и так держать. Задача трассы – освободить Нижнекамские Челны от транзитного транспорта. О масштабах проекта говорит Рустам Минниханов. Включает 10 мостов и, конечно же, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов, 4 многофункциональных центра, полностью в течение менее чем за 3 года подготовлены к эксплуатации. Это позволяет нам, мы ездили М7 через Плотину и через город Набережные Челны. Это 1 час экономия для транспорта. И в целом, Владимир Ильич, никогда в истории республики столько транспортных проектов мы не реализовывали. Сердце новой дороги – мост через Каму. Длина почти 1,5 километра. Каждый мост по-своему уникален. Тут вот высота опор. У нас вот самая высокая опора, вторая, порядка 52 метров. Огромное количество материала же использовано. Да? Это порядка 40 тысяч кубов бетона, там 11 тысяч тонн металла. И вот при всем этом объеме все равно, посмотрите, мост довольно-таки такой изящный. Среди новшеств, чтобы нам позволили на год сдать быстрее дорогу, на плаву был бетонный завод. Он перемещался от опоры к опоре, и, в принципе, работа шла быстро. Новая дорога не только комфортная, но и безопасная, уверяют строители. Зимой мост будет обрабатывать специальная противогололедная система. Здесь стоят специальные датчики, которые определяют, есть ли наледь на автомобильном покрытии, да? Вот, и дает подачу
уже на форсунке, и которые форсунки уже распределяют по всему периметру нужное количество вот этого реагента. Проект реализован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 5 подрядных организаций были задействованы на строительство этого обхода Нижнекамск-Набережной Челны. Где-то было задействовано 1500 человек, 500 единиц техники, 4 асфальтобетонных завода, 2 бетонных завода. Поэтому благодаря вот таким взаимодействиям с подрядными организациями, благодаря вот такой командной работе, так вот, и мы достигли такого результата. Кроме Татарстана, транспортные объекты открыли также в Московской области, Санкт-Петербурге, Башкортостане и Краснодарском крае. Владимир Владимирович, вы всегда уделяли большое внимание вопросам безопасности дорожного движения. И вот если у нас за последних 5 лет автомобилизация страны и населения выросла на 9%, а на 53% увеличилась интенсивность движения по трассам, то у нас аварийность и смертность при этом снизилась на 20%. Обход вошел в состав скоростного маршрута Казань-Екатеринбург-Тюмень, который станет продолжением трассы М12. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Нижнекамский район. Рустам Минниханов сегодня встретился с журналистами федеральных и республиканских СМИ. Это традиционное мероприятие Раисы Республики в преддверии Нового года. Рустам Минниханов подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов. Пресс-конференция прошла в новом здании Камаловского театра. Раисы и журналисты стали первыми, кто увидел новый объект. Встреча шла 1,5 часа. Рустам Минниханов отметил, год был непростой, но все показатели экономики позитивные. Главным событием года стал саммит БРИКС. С этим был связан и первый вопрос: какой момент был самым волнительным и ответственным во время его проведения. Раис подчеркнул, прежде всего это обеспечение безопасности. Большое событие, оно требовало серьезной подготовки города. Поэтому все вроде бы складывается, сложилось. Высокая оценка дана главой государства. Он высоко оценил работу нашей республики. Но это работа всей страны. Это, прежде всего, авторитет нашего президента. Были вопросы про строительство дорог, жилья, сотрудничество с Китаем, отношения с исламским миром, про программу модернизации системы ЖКХ, авиастроение, инвестиционные проекты. Возможность задать свой вопрос получили также жители районов. Боевое братство из Кукмара предложило создать единый центр отправки гумпомощи. Мама участника СВО Фанзия Хайбиева из Сабинского района спросила про поддержку военнослужащих. Фермеры из Тукаевского попросили возобновить программу субсидирования крестьянско-фермерских хозяйств. На вопрос нашей службы новостей о главных итогах года семьи Рустам Минниханов подчеркнул, мероприятий было много, но демографическая ситуация не радует. Также Раис Республики поблагодарил журналистов за их работу. Без информационного обеспечения работы каждодневной, праздничных и других, без вашего труда эта работа бы тоже она была бы или недооценена, или даже многие вещи никто бы не знал. Последняя рабочая неделя этого года началась с признания заслуг и талантов татарстанцев. Сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов вручил государственные награды. Церемония в преддверии Нового года всегда особенно праздничная и торжественная. Многодетные родители, участники специальной военной операции, руководители организаций, труженики села. В зале 53 человека. С лучшими в своем деле пообщалась Лина Зинатуллина. В зале играет новогодняя музыка, сверкает огнями елка, а под ней главные подарки для тех, кого сегодня пригласили в Кремль. В преддверии праздника награждают татарстанцев лучших в профессии в уходящем году. Врачи, учителя, военные, работники АПК, артисты. Рустам Минниханов поблагодарил их за созидательный труд. Ваш профессионализм и многолетнее служение делу заслужили самого высокого признания. Пусть ваши награды станут стимулом к новым успехам и достижениям. Первая награда – орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени президенту баскетбольного клуба «Уникс». Заслуги Евгения Богачева в развитии спорта признали на федеральном уровне. Он шутит, после стольких лет работы президентом уже хотел стать обычным болельщиком команды, но, видимо, время еще не пришло. Я вас вспомнил брежневские времена, по телевизору смотрел, когда вручали героя. Брежнев вручал Суслову, ему 80-летие, с 80-летием.
Суслов сказал, говорит, я считаю это так авансом. Вот. И поэтому придется, видимо, еще немножко. Капитан Ионов Александр Николаевич. Сразу 4 участникам СВО: Александру Ионову, Роману Сидорову, Роману Галюшину и Искандеру Низамиеву вручили медали ордена за заслуги перед республикой. Разрешите сердечно вас поблагодарить за столь высокую награду. Она придаст сил в нашей борьбе, продолжение ее, быстрейшего достижения всех целей СВО. Хотелось бы вам сказать отдельное спасибо за то, что вы поддерживаете наши семьи, которые ждут нас здесь в тылу, и мы всегда за них спокойны. Родители 5 детей. Символично, что в год семьи в зале много многодетных родителей. Евгению и Ирине Абрамовой из Ютазинского района вручили российскую медаль ордена «Родительская слава». В семье 5 девочек. Мы организовали волонтерский отряд, добровольный волонтерский отряд «Доброшвеи». Каждый месяц у нас по несколько отправок на фронт. И огромное спасибо нашим ребятам. Ребят, вот детки наши спят спокойно, и это настолько для нас ценно. Низкий поклон. Как отметил Раис Татарстана, количество многодетных в республике за 10 лет увеличилось более чем вдвое. Медаль «Родительская слава» вручили также Гениятовым из Зеленодольского района и Хабибулиным из Муслюмова. В обеих семьях по 4 детей. Никакой медали не думали, просто так вот жили и все дружно в большой семье и сейчас живем. Каждую неделю дети приезжают, очень хорошо, Аллах шукр. Семью Мулануровых из Набережных Челнов наградили республиканской медалью «Родительская доблесть». Они воспитали 12 детей. Старшему 31, младший 14. У нас 5 лет не было детей. Вот, и когда у нас первый родился, да, мы сказали, перед Всевышним, что все дети будут наши, мы будем всех рождать. Сколько Бог даст, да, столько будем рождать. Вот потом появилось 12 детей. Народным артистом республики сегодня стал Ришат Тухватуллин. Дочери Альфии Авзаловой и президенту фонда певицы Зульфие Нигмедзяновой присудили звание «Заслуженный деятель искусств». Чувствую еще большую ответственность перед народом, перед республикой. Я благодарна своей республике за то, что они так высоко оценили. Я думаю, что эта оценка прежде всего маме, а не мне. Я просто старалась чтобы помнили про маму. Инженеры и строители, врачи и учителя, лесоводы и доярки. Награды сегодня получили 53 татарстанца. 13 из них стали обладателями российских медалей и званий, 40 – республиканских. Лена Зинатульна, Алмаз Заидинов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов вручил международную премию имени Владимира Марковникова члену Российской академии наук Валентину Ананникову. Награждение состоялось на заседании Совета директоров Татнефтехиминвест Холдинга. Это престижная награда в области органической химии. Лауреат выступил с докладом о развитии цифровых химических технологий. Он отметил важность искусственного интеллекта в промышленной сфере. На заседании обсудили ряд перспективных проектов в IT-сфере. Это программное обеспечение, новые формы 3D-качества. Раису республики представили перечень углеродного сырья и нефтехимической продукции на 2025 год. Базовыми принципами технологии 3D-качества является автоматизация производства, высокая повторяемость геометрии тканого каркаса с конечным композитным изделием, отсутствие расслоения, высокие физико-механические характеристики при ударных нагрузках, комбинирование волокон для достижения требуемых значений прочности и себестоимости. Последняя в этом году сессия Госсовета выдалась одной из самых насыщенных и продолжительных. Заседание длилось почти 5,5 часов. За это время парламентарии успели подвести итоги своей работы и обсудить, что происходит в медицине и миграционной политике. Традиционно предновогодняя сессия Госсовета началась с благотворительной акции «Елка желаний». Рустам Минниханов снял с елки открытку мальчика Дмитрия из Казани. Он мечтает встретиться с игроками футбольного клуба «Рубин». Фарид Мухаммедшин исполнит желание детей из Альметьевска. У брата с сестрой Тихона и Ульяны мечта – фотоаппарат и умная колонка. Обязательно получат новогодний подарок. Преподнести новогодний подарок и осчастливить детей сегодня могли все депутаты и участники сессии. Ильшат Аминов сделает сюрприз для девочки из Елабуги. Написано, что она любит рисовать. Вот сейчас буду думать,
Это действительно счастье, когда получаешь то, что очень хочешь. Само заседание началось с поздравления Фарида Мухаммедшина. 30 лет, как он возглавил Госсовет Республики. В эти дни исполняется в общей сложности 30 лет, как должность председателя парламента Татарстана замещает Фарид Хайруллович Мухаммедшин. За это время под его руководством сформирован надежный правовой фундамент динамичного развития республики. Голос Государственного совета республики хорошо слышен на федеральном уровне, международных, межрегиональных контактах, социально-экономической жизни Татарстана. Коллеги, поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Можно я тоже? Вы у нас некий наш бренд. Хотел бы поблагодарить, где бы я ни работал, всегда в вашем лице была всегда серьезная поддержка и системная профессиональная работа парламента – это залог успеха развития нашей республики. Я тоже хочу поблагодарить нашего учителя Шаймиева Ментимира Шариповича, который основную нагрузку нес в те годы. Когда мы вместе, мы непобедимы. Мы вместе решаем задачи развития нашей республики и поддержки наших граждан. Бигзур Рахмат, спасибо. Рустам Минниханов поздравил всех депутатов с наступающим Новым годом и поблагодарил парламент за работу. Опять-таки, как я сказал, вот эта команда во главе с Фаридом Хайрулловичем, наш депутатский корпус, наша опора. Сазга Бигзур Рахмат, с наступающим Новым годом. Самым обсуждаемым вопросом сегодня стал отчет правительства о миграционной политике. По количеству мигрантов Татарстан занимает лидирующие позиции в стране. На учете состоит 99 тысяч человек. Больше всего вопросов возникло к МВД. Они выявили 20 тысяч нарушений. Это больше, чем в прошлом году. Идет рост и преступлений, которые совершают приезжие. Это кражи, убийства, нарушение ПДД. Вопрос. Есть ли устойчивая связь с правоохранительными органами этих республик по тем иным мигрантам, которые можно было бы вычислить, знать, познать, если бы эта работа была проведена, таких громких преступлений в Москве, Подмосковье не было бы? Выявляются те лица, которые сменили установочные данные, которые въезжают к нам, будем говорить, им был наложен ранее запрет на въезд, они поменяли установочные данные и пытаются въехать. Такая категория тоже имеет место быть. И они выявляются на пунктах въездов, которые расположены в настоящее время в Республике Татарстан. Вот. Но говорить о том, что поголовно всех просеять через сито, конечно, это несколько проблематично. Мы на сегодняшний день не можем знать у каждого, что в голове. Минздрав республики рассказал о состоянии здоровья татарстанцев. Продолжительность жизни выросла до 74,5 лет. В этом году достигнут исторический минимум по младенческой смертности. Также депутаты приняли ряд законов. Многодетные семьи набережных Челнов смогут получать земельные участки в ближайших районах. На год продлены меры соцподдержки для участников СВО. Регистрация собак в Татарстане станет обязательной. Принятие предложенного закона будет первым шагом на пути регулирования вопроса сокращения в республике количества безнадзорных собак. Доходы бюджета на этот год увеличены более чем на 90 миллиардов рублей. Выросли расходы. Дефицит, как и раньше, чуть более 1 миллиарда. Работа над бюджетом стала одним из главных вопросов депутатов нового созыва. Подытоживая работу, Фарид Мухаммедшин отметил, Госсовет вместе с Раисом смогли добиться доработки федерального закона о реформе местного самоуправления. Рассмотрение законопроекта Госдумы отложено. Вернемся к этой теме в следующем году. А до этого тщательно подготовим аргументы, в том числе обсудим их с нашими муниципальными коллегами. Дискуссия была жесткой, давление было достаточно упорное на субъекты Российской Федерации. Мне пришлось вылетать и к Володину, и к Кириенко, обсуждать с коллегами, у Матвиенко. И я думаю, мы с вами поступили очень правильно. Также депутаты сегодня просили правительство республики усилить работу по гражданской обороне. Вопрос стал актуальным после налета на Казань беспилотников. Алексей Валерьевич, мы в МЧС направим эти письма, вот это обращение в гражданскую оборону, с копией к вам правительства вы тоже возьмите, пожалуйста, под контроль. Обстреляли же, Казань обстреляли там и так далее. Если это последний раз, хорошо, если это еще только начало, то это очень плохо. Нам надо быть готовым в любом случае со своей стороны.
На этом парламентская работа в этом году завершилась. К законотворчеству депутаты вернутся после новогодних праздников. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Фарид Мухаммедшин вручил удостоверение и значок депутата Госсовета Наилю Залакову. Его избрали по Чистопольскому одномандатному округу. Он баллотировался как самовыдвиженец. Фарид Мухаммедшин пожелал Наилю Залакову успехов в депутатской деятельности. В Госсовете он будет работать в составе комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. В России завершается год семьи, объявленный Владимиром Путиным. В Татарстане его кульминацией стал большой телевизионный марафон «С Новым годом, семья» на ТНВ. Впервые в истории татарстанского телевидения браки в прямом эфире зарегистрировали 4 пары. Самые активные семьи года делились своими традициями. Бойцы поздравляли близких с наступающим Новым годом из зоны СВО. Весь Татарстан выбирал народного Кашбабая республики. 12 часов эфира попыталась отразить в своем репортаже Сирина Васильева. Большая студия ТНВ превратилась в резиденцию Деда Мороза. На стенах медиаэкраны с зимними пейзажами, в углу зона с новогодней елкой и подарками. Повсюду детские поделки, фотографии татарстанских семей. Сразу 3 пары ведущих, большая команда продюсеров, операторов и звукорежиссеров. Чтобы создать красочную картинку, трудились 50 наших коллег. У нас в гостях будет много семей, все они разные, но все одинаково дружные. Молодые, многодетные, талантливые, достойные российских и татарстанских наград. С 9 утра и до 9 вечера студию посетили 50 самых активных семей республики. В прямом эфире они делились секретами крепкого брака и планами. Одними из первых к марафону подключились галиуллины из Казани. Воспитывают 2 сыновей. Старший Амир – победитель фестиваля «Сайлян». Младший Саид – финалист проекта «Голос дети». От музыкальной семьи музыкальный подарок. Ребенок – это ангел, это счастье. Я думаю, что у него цели еще больше увеличиваются. И когда есть результаты, так скажем, достижения каждого ребенка, и неважно в какой области, и даже пускай будет то, что он здоровый, хороший ребенок, который будет на протяжении всей своей жизни радовать своих родителей, это уже большое счастье. Многодетной семьей марафона стали Китаевы. Воспитывают 7 детей. Старшей дочери Агиле 14, маленькой Есине полгода. Марьям и Эльмир вместе 15 лет. Он самозанятый, она психолог. Говорят, дети – источник силы. Стимулирует, мотивирует, потому что с рождением каждого нового ребенка нужно уже задумываться о расширении площади. Нас было 2 с братом, у супруги было 3, но мы решили не останавливаться. Мы решили идти дальше. Как мы остановимся, еще неизвестно. К большому телепразднику подключились и звездные семьи. Зухра Шарифуллина, Раяз Фасихов, Рифат Зарипов. На студии Болга Радиуса певцы татарской эстрады рассказали о своих семейных традициях и планах на Новый год. Рецептом венских вафель в прямом эфире поделилась семья из Альметьевска. На связь с большой студией ТНВ вышли и коллеги из Набережных Челнов. Они познакомили зрителей с семьей участника СВО с позывным «Япон». Любовь моей супруги, вера в меня, ее слова поддержки не раз вытаскивали меня даже с самых тяжелых передряг. В год семьи в Татарстане свадьбы сыграли 22 тысячи пар. Средний возраст жениха – 28 лет, невесты – 24 года. Больше всех малышей на свет появились в Пестричинском, Лаишевском, Тукаевском районах, меньше в Тетюшском и Кайбицком. Количество разводов по сравнению с прошлым годом стало меньше. Этому способствовали республиканские программы. Для тех пар, которые оказываются в сложной ситуации, как раз-таки психологическая помощь, очень она своевременна. Семьи, которые в этом знаменательном уходящем году очень многое делали для того, чтобы популяризировать институт семьи, институт брака и институт многодетства, что очень важно, потому что много детей – это не только про деньги, про материальные основы, но это еще и потребность должна быть человеческая для того, чтобы это стало, если хотите, модным. В промежуточном итоге и освещение темы семьи – это будет всегда. И мы будем также уделять внимание и рассказывать о том, что институт брака –
укрепляет страну. На поддержку семей с детьми в Татарстане выделили 35 миллиардов рублей. В стране заработал корпоративный демографический стандарт. Предприятия начали денежно поддерживать семьи своих сотрудников. Есть предприятия, где есть отдельные выплаты при рождении ребенка в семьях работников. Или есть где отдельные выплаты к свадьбе, если, допустим, новая семья родилась в рамках этого предприятия. Атмосферу праздника в марафон добавил парад Дедов Морозов. С помощью голосования телезрители выбрали народного волшебника республики. Единогласно им стал 76-летний Рапсон Мусин из Актаныша. На новогодних вечерах Дедом Морозом он выступает уже полвека. По его стопам пошел и сын. Дед Морозить начал в далеком 1969 году. Тогда всем селом искали человека на роль главного волшебника. Я и согласился. И пошло-поехало. Во время телемарафона узами брака союз скрепили сразу 4 пары. Удензарова из Нижнекамска, Темиргалины из Альметьевска, Саберзянова из Богатых Собов, Радик и Рузия Абдрахманова из Казани. Он наш коллега, сотрудник ТНВ. Поздравления Рустама Миниханова им зачитали в прямом эфире. Семьи Республики Татарстан очень разные, но вместе с тем они многопоколенные, они яркие. Марафон действительно стал уже традицией. Хороший, добрый. Тематические марафоны, они позволяют рассказать о всей палитре мероприятий, событий, которые проходят в Республике Татарстан. Когда предложили нам зарегистрировать свой брак в прямом эфире, было волнительно, но мы согласились, потому что это история. 12-часовой телемарафон завершился под песню Зайнаб Фархетдиновой и Зуфара Билалова. Молодожены закружили в свадебном танце. Ирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В связи с действующим в выходные запретом на проведение массовых мероприятий в столице перенесли открытие елочных городков. Обновленную программу новогодних событий сегодня представили в мэрии. Так, завтра праздничные огни зажгутся на главной елке у чаши и в парке «Сосновая роща». 25 декабря гуляния пройдут на Советской площади и в пространстве «Арт-центр». 26-го в Салават-Купыре и в сквере по улице Мира. 27 декабря елки откроются в Светлой долине и поселке Вознесенское. 28-го в Борисоглебске. В новогодние дни для жителей пройдут более 500 концертов, интерактивов и спектаклей. В Казанском Кремле организуют мастер-классы и квесты. Представления для детей подготовили в цирке. С 1 по 5 января по улицам столицы будет курсировать музыкальный фургон «Елан Саяхате». Праздничные гуляния в новогоднюю ночь развернутся у центра семьи «Казан». Они продлятся до 2 ночи. Новогодние шлягеры и популярные мелодии исполнят вместе с казанцами творческие коллективы, молодежные группы, среди которых и диджеи, веселые волгари, группа «Поколение». До 3 утра будет звучать фоновая музыка. До этого времени будут работать все елочные комплексы в городе. Особое внимание в период новогодних праздников уделят вопросам безопасности. МЧС, Управлению внутренних дел, а также учреждениям здравоохранения поручили провести комплекс работ на каждой праздничной площадке. Также со среды в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим. До 8 января вводятся ограничения на использование пиротехники. Это были новости Татарстана. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. Затем трансляция хоккейного матча между казанским «Акбарсом» и московским «Динамо». Болеем за наших. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин. В Татарстане в предстоящие сутки станет заметно холоднее. Подробнее через минуту. Банк «Аверс» рад поздравить вас с наступающим новым 2025 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром. Подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк «Аверс». Надежность имеет традиции. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Зеленодольске и Высокой горе будет облачным. Местами пройдет снег. Температура днем 7-10, ночью 8-13 градусов мороза. В Буинске, Кайбицах и Дрожжаном пасмурно. Слабый снег. Температура днем минус 7-8, ночью минус 7-9. В Чистополе, Нурлате и Черемшане облачно. Пройдет снег. Температура днем 8-10, ночью 9-14 градусов мороза.
В Нижнекамске, Набережных Челнах и Огрызии будет пасмурно. Осадков не ожидается. Температура днем 9-10, ночью 13-17 градусов со знаком минус. В Лениногорске, Азнакаево и Урусу облачно, без осадков. Температура днем 9-10, ночью 11-13. В туристических городах республики тоже похолодает. В Свияжске минус 6 градусов днем и минус 8 градусов ночью. Будет облачным, без осадков. В Болгарах облачно, небольшой снег. Температура в течение суток минус 8 градусов. В Елабуге облачно, без осадков. Днем 11, ночью 16 мороза. В Казани будет пасмурно, пройдет слабый снег. Температура днем минус 6, ночью минус 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы. Оно составит 763 мм ртутного столба. Ветер около 3 метров в секунду. Влажность 77%. Это все о погоде. Всего доброго. Удачного начала последней рабочей недели в этом году.